Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает программа «Итоги дня». Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Айсан Николаев ответил на вопросы жителей региона. Основные тезисы прямой линии главы Якутии в обзоре нашей программы. Нерюнгринцы выбрали нового главу района. Какие задачи он считает первоочередными? Детская здравница «Алмаз» в Ленске перешла в ведение администрации района. Там уже начался текущий ремонт к предстоящему сезону. У мемориала славы в Алдане появился танк. Т-62 дополнил композицию артиллерии и моментально стал местной достопримечательностью. Юбилейную эмблему и официальный сайт столетия образования Якутской ССР показали в преддверии празднования Дня Республики. Якутская лента «Пугало» состязалась наравне с метрами российского кинематографа за премию «Ника» в Москве. Хоть триумфа и не случилось, но эксперты высоко оценили фильм Дмитрия Давыдова. Завершилась прямая линия с главой Якутии. Айсан Николаев в прямом эфире ответил на вопросы, поступающие из разных уголков региона в формате звонков, текстовых и видеообращений. Одним из них стал вопрос о лесных пожарах. Уже 2 года подряд они угрожают отдаленным населенным пунктам. Айсан Николаев отметил, что возгорание – следствие изменения климата, но при этом настораживает тенденция горения Арктики. Порядка 800 миллионов рублей региональных и федеральных средств затрачивается на их тушение, но этих денег в масштабах большой республики недостаточно. Сейчас идет активная работа с Министерством природных ресурсов. В этом году дополнительно будет выделено более 200 миллионов рублей для закупки необходимого оборудования и техники. Сегодня подписал распоряжение о создании в Батагае Верхоянского района арктического центра лесопожарного авиалесоохраны республики. И это впервые после развала Советского Союза мы в Арктику возвращаемся с авиалесоохраной. Так новая структура создается со штатной численностью 30 человек. Она как раз у нас будет ответственна за тушение пожаров по центральной части Арктики. Уверен, что появление там такого постоянного стационарного центра уже позволит нам быстрее, оперативнее реагировать на пожары, которые возникают в арктической части республики. Кроме этого, Айсан Николаев сообщил, что при корректировке республиканского бюджета будут дополнительно выделены 150 миллионов рублей городу Якутску. Пересмотр намечен на следующий месяц, а на данный момент почти готов указ о развитии столицы до 2032 года. Айсан Николаев сообщил, что правительством региона принято решение об увеличении выделяемых средств на столичные функции города. Он отметил, что в бюджете Якутска предусмотрено 200 миллионов на решение этой проблемы. Программа будет работать не 1, а 3 года. К концу 2023 года уже достаточно большое количество дворовых территорий, порядка 100 дворовых территорий города Якутска больших, было обустроено, асфальтировано, обустроено с детскими площадками, приобрело современное, хорошее такое, знаете, звучание, наша городская среда. Причем, конечно же, к этому вопросу будет обязательно подключаться управление архитектуры республики для того, чтобы мы не просто заасфальтировали, а все-таки что-то сделали такое красивое, современное, чтобы наши дворы превратились в такие мини-общественные пространства. Возвращаясь к северу, отсутствие квалифицированных специалистов – одна из ключевых проблем, которые решаются в рамках развития Арктики. До сих пор наблюдается отток кадров. Об этом глава Якутии Айсан Николаев также заявил в ходе прямой линии. В ближайшее время ситуация должна выправиться благодаря программе «Земский доктор» и другим федеральным и региональным программам. Далее правительство региона проведет вместе с муниципалитетами мониторинг работы этих программ. Еще один путь решения назвал глава Якутии – это улучшить качество жизни, чтобы люди переезжали не только за высокими зарплатами, но и в готовую инфраструктуру, в которой можно жить, строить семью и оставаться работать. Я вижу все-таки выход и в подготовке кадров из местного населения, целенаправленной такой долгосрочной программе, и по тому, что все-таки каким-то образом еще более стимулировать людей там, закрепляться на более долгий срок. И, конечно, опять же, к вопросу качества жизни. Вот то, что сейчас мы в Оленек провели, например, высокоскоростной интернет, тоже для многих молодых специалистов, и глава района мне об этом тоже рассказывала неоднократно, уже сегодня служит таким, знаете, определенным стимулом для того, чтобы они туда могли переезжать и дальше жить, работать. Поменять отношение якутян к своему здоровью. Такую цель главной назвал Айсан Николаев, отвечая на вопрос про объявленный год здоровья в Якутии.
По словам руководителя региона, материально-техническая база медучреждений активно обновляется, но она не главная. По мнению Николаева, медицина должна становиться более персонализированной. Люди разные, и заболевания у них протекают также по-разному. Медицина должна иметь индивидуальный подход к каждому пациенту, а не идти по общим схемам. Продолжительность жизни намерены увеличить до 80 лет в Якутии. Эта однотипность подходов, она приводит к тому, что все-таки болезнь, например, обостряется. И вот по ковиду было очень много случаев, когда вот один и тот же протокол лечения, который применялся врачами, он в разных случаях приводил абсолютно к разным результатам. Соответственно, медицина должна быть более персонализированной, более человекоориентированной. Индивидуальный подход. Да, индивидуальный подход и вообще индивидуальное отношение, в том числе даже с точки зрения назначения тех же лекарств при одной и той же болезни для разных людей должно быть абсолютно разным. Теперь о текущей эпидемиологической обстановке. За прошедшие сутки на территории Якутии зафиксированы 85 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила в ходе брифинга министра здравоохранения региона Елена Борисова сегодня. Наибольшее число заболевших традиционно выявлено в Якутске, их 50. 9 случаев зафиксированы в Мегино-Кангаласском районе, 4 в Алданском, по 3 в Намском, Сунтарском и Чурапчинском. Также в Татинском и Тампонском районах выявили по 2 случая единичные, в Верхнеколымском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оленёкском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Хотелось бы призывать точно так же жителей старшего поколения нашей республики на прохождение вакцинации. Вы можете записаться в госуслугах, также можете обратиться непосредственно напрямую в поликлинику. Мы сегодня видим, что, к сожалению, рост заболеваемости по всей стране идет, и республика здесь не исключение. И, к сожалению, определенная категория лиц, которые сегодня заболевают, это дети, это возраст студенческий, и, к сожалению, наибольшее число – это, конечно, старшее поколение. И самым важным и правильным решением для профилактики – это, конечно, вакцинация. Чтобы уменьшить распространение ковида в регионе, с 19 по 25 апреля провели почти 1000 выездных рейдов. Административная комиссия проверила предприятия в 23 районах и городах. По итогам выдано 3 предостережения, составлено 18 актов комиссионного осмотра, но дело на этом не закончилось. Также было составлено 58 протоколов об административном правонарушении, 22 административных дела направлены в суд. Почти полсотни уже рассмотрены. Проведено 415 выездных проверок, из них 366 объектов торговли, 43 объектов общепита, 5 объектах бытовых услуг, в одном фитнес-центре. Всего составлено 16 протоколов об административном правонарушении, проведено 100 профилактических бесед. С учетом сложившихся обстоятельств контрольные мероприятия будут на сегодняшний день усилены. Прошу на это очень обратить внимание. Нерюнгринцы выбрали нового главу района. Напомню, голосование проходило 3 дня, а до этого выездные комиссии принимали мнения граждан отдаленных общин и вахтовых поселков. Всего в выборах приняло участие 23% от общего числа избирателей. За пост главы боролись 4 кандидата. За Валерия Ригу, заместителя директора по общим вопросам акционерного общества «Лифтремонт», проголосовали 8,62%. Андрея Ликчила, юрист-консульта МУП «Переработчик», проголосовали 10,72%. Депутат Илтумена Андрей Дорогань набрал 31,78% голосов, а Роман Щегельняк, директор департамента по работе с персоналом компании «Якутуголь», 42,34%. Он и займет пост главы Нерюнгринского района. Основными приоритетами действительно для меня являются все проблемы и чаяния людей, потому что я считаю, что основная работа главы – это для решения именно проблем, связанных которые касаются людей. Очень серьезная задача, вижу, в будущем – это все-таки очень качественная и рабочее взаимоотношение органов муниципальной власти с властями республики и властями Российской Федерации. И выстраивание правильных деловых отношений с крупным бизнесом, который хорошо представлен на территории нашего района. С этого года детская оздоровительная база «Алмаз» в городе Ленске перешла в ведение администрации Ленского района. Компания «Алроса» передала его в качестве непрофильного актива. Уже зная о предстоящих изменениях, районные власти заложили в бюджете средства на содержание базы. Сегодня ведутся небольшие ремонтные работы, лагерь готовят к открытию. Далее в материале.
Считают дни до начала лета и открытия оздоровительной базы «Алмаз» все ленские ребята. На радость им в этом году лагерь начнет свою работу на неделю раньше, с 15 июня. Сегодня специалисты работают на территории лагеря, проводят небольшие ремонтные работы в корпусах и заменяют электропроводку. По территории, по всем остальным вопросам, конечно, все в удовлетворительном состоянии. Кровля бассейна имеет место там протечек. В зимний период там были давление под снегом, понятно, что оно там места есть продавливания. Но все это мы уже восстановили. Ведется работа по получению санитарно-эпидемиологического заключения и получению лицензии на медицинскую деятельность. Также начат подбор кадрового состава. На летний период мы примем на работу более 60 человек. Это педагогические работники, медицинские, спортивные инструкторы и техперсонал. Мы заключили договор с Новосибирским педагогическим университетом. И этим летом в Алмазе, так же как и раньше, будет работать педотряд «Стрекоза». Как и прежде, в лагере будет работать бассейн, спортивная площадка и еще масса других развлечений. Мы подготовили интересную развлекательную программу для детей, спортивные мероприятия. Педагогическим отрядом разработаны свой план мероприятий. Уже с 19 мая Управление социального развития начнет прием заявления на путевки. Так же, как и прежде, сохраняются льготные категории семей, для которых предусмотрена скидка. Это дети из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Это у нас дети, которые состоят на различных видах учета. Это дети, которым путевка выдается в качестве поощрения за достижения. Это дети, у кого родители работают в бюджетной сфере. У нас есть договоренность с ООО «Алмаздортранс» на приобретение путевок, а также с акционерной компанией «Алроса». Для работников федеральных служб предусмотрена 30% скидка, для бюджетной сферы – 50%. Всем остальным путевка в оздоровительный лагерь «Алмаз» обойдется в 54 900 рублей. Светлана Полеева, Виталий Андреев, День Семенов, Ленск. У мемориала славы в Алдане появился танк. Т-62 дополнил композицию артиллерии и моментально стал местной достопримечательностью. О нем подробнее Руслан Павлов. Знаменитый ветеран холодной войны и локальных конфликтов советской военной истории танк Т-62 установлен у мемориала славы в Алдане. К его появлению шли 2 года через долгую переписку с Минобороны и другими различными ведомствами. В итоге танк, по сути, подарили, а доставку и превращение машины в гражданский экспонат городу помогли осуществить местные предприятия. Поэтапно мы работаем с Министерством обороны. Орудия в 2017 году. Потом затишье, бронзовые фигуры, бюсты, вернее, героев Советского Союза. Ну и в октябре 2020 года вышел приказ Министерства обороны о выделении безвозмездно и передаче танка. Конечно, мы мечтали о Т-34, но дали Т-62М. В общем, долгий процесс по производству работ демилитаризация. В общем, покраска. Правнук легендарной 34-ки Т-62 был создан в 1958 году прошлого столетия в ответ на единый средний танк НАТО и превосходил его по многим параметрам. Т-62 было суждено поучаствовать практически во всех локальных конфликтах этого периода, что обеспечило ему мировую известность. Танк Т-62, машина очень хорошая, надежная. Вот она, в частности, применялась именно в Дагестане, когда во второй чеченской кампании было начало. Потом она применялась в грузино-абхазском конфликте вооруженном. До этого она применялась во всех конфликтах, которые происходили в Сирии, в Египте, в Ливии. То есть эта машина поставлялась нашей армии, нашим государством туда и, соответственно, воевала во всех конфликтах. В Алдане на постамент стала модернизированная модель Т-62. Она уже стала излюбленной игрушкой местной детворы, которая уже нашла всю информацию про данную модель боевой техники в интернете. Вау! У нас появился новый танк в Алдане! Танк – это не последний экспонат в Алданском музее под открытым небом. Следующим элементом станет либо бронетранспортер, либо легендарная «Катюша». Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. А в честь грядущего Дня Республики лучшим работникам различных отраслей вручили государственные награды России и региона. Глава СН Николаев отметил, что благодаря их труду Якутия развивается и процветает. Вводятся новые объекты. Несмотря на пандемию, социально-экономическое развитие региона остается стабильным. Так, народной поэтессе Наталье Харлампиевой за вклад в развитие якутской литературы и за укрепление литературных связей между народами вручили государственную премию имени Платона Аюнского.
Кроме нее госнаграды получили медики, строители, специалисты культуры и другие. Для меня лично очень большая честь, очень волнительно. Хотя указ вышел еще осенью, но никак не получалось. И, наверное, всегда, если награда находит своего героя, это, наверное, награда именно ждала, наверное, чтобы я получила именно в этот день. Это очень волнительно. И, конечно же, на этом, что награду получили и остановились, нет такого. Это еще, наверное, надо больше работать творчески. Также в преддверии Дня Республики в Якутске презентовали юбилейную эмблему и торжественно запустили официальный сайт «Столетие образования Якутской ССР». Эмблема объединяет традиционные для Якутии образы и метафоры, узнаваемые символы региона. За основу было взято СРГ – ритуальный столб, символизирующий местность, дом, родину, древо жизни. Также можно увидеть герб, основной символ республики. Добавили и вечный календарь. Одна из его особенностей – он сделан без привязки к определенному году. Министерство по внешним связям и делам народов является координатором всех мероприятий юбилейных, которые уже проводятся и будут проводиться в нашей республике в рамках федерального плана, который был принят Организационным комитетом мира в рамках основных мероприятий республиканских. Это более 60 мероприятий, по которым уже работа ведется и будет вести в текущем году и в следующем году. Первенство города по боксу, приуроченное ко Дню Республики, прошло в Нерюнгри. За победу боролись 135 ребят в 37 весовых категориях. О страстях на нерюнгринском ринге. Материал Тамары Игнатьевой. Нокаут после локдауна. Первое после длительного перерыва оффлайн-соревнования соскучившиеся боксеры начали под дых. Как в один голос они повторяли, что жить долго без бокса им было сложно. Я очень скучал по тренировкам и занимался дома. Это было очень скучно. Хотелось увидеться с друзьями и побывать в зале. Я очень сильно скучал по залу, потому что его очень не хватало и не хватало общения с товарищами. Но из-за возникшей снова эпидемиологической ситуации бокс обошелся без большого количества зрителей. Тем не менее, болельщиков у юниоров меньше не стало. В долгожданной схватке померились в силе и ловкости спортсмены 4 возрастных подгрупп. Это воспитанники ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри и ее филиалов. Зал бокса имени Размахнина, зал бокса «Локомотив» в поселке Беркакит, зал бокса «Энергетик» в поселке Серебряный Бор, зал бокса «Север» в поселке Иенгра и зал бокса «Авиатор» поселок Чульман, зал кикбоксинга города Нерюнгри и спортивный клуб «Боутур». Ребята состязались по олимпийской системе на выбывание, но в связи с тем, что мало участников, в некоторых категориях боксировали и за 3-е места. То есть на соревнованиях проводят по 2 боя. Это, во-первых, им практика большая. Ну и уже потому что давно по рингу соскучились, не боксировали. И им хорошо, что они на ринге практикуются выступать. И нам, как тренерам-преподавателям, тоже это необходимо. Победителей боев награждали сразу. Призы предоставила городская администрация, а победителям вручали сертификаты от магазина «Пирамида». Победители ликовали, ну а те, кто уступили им, сильно не грустили, а объективно анализировали бои. Я занял 2-е место по весовой категории 42 килограмма. Соперник был силен, удары был сильно. Хорошо двигался. Бокс лучше всего отражает то, что происходит в жизни. Когда получаешь нокдаун, ты должен встать и двигаться дальше, бороться до конца. Желаем юным боксерам здоровья, бодрости духа и больших побед. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Якутяне готовятся и к Пасхе. Она в этом году отмечается 2 мая. А сегодня архиепископ якутский ленский владыка Роман благословил работников якутской птицефабрики и окропил яйца святой водой. На церемонии побывал Алексей Лукьяненко. Одним из главных символов праздника наряду с творожиной Пасхой и куличом является пасхальное яйцо, причем непременно крашеное, декорированное. Но самое главное, вся снеть должна быть окроплена святой водой. Особо приятно это сделать перед праздником Пасхи,
потому что одним из символов праздника Пасхи является крашеное яйцо. Это традиция древняя, это традиция очень глубокая, как в яйце, в зародыше находится будущая жизнь птицы, так и через веру в Бога человек при добродетельной жизни получает возможность воскреснуть вместе со Христом. Освещенная продукция появится на прилавках столичных магазинов уже сегодня. К слову, якутская птицефабрика увеличила в этом году не только объем производства яиц, но а также их ассортимент. Яйца сегодняшние, они после обеда сегодня и завтрашнего утра будут на прилавках наших киосков по городу Якутску. Объем производства увеличился, и в этом году мы планируем произвести всего 77 миллионов 400 тысяч штук яйца. Как сообщили в Якутской епархии, по благословению архиепископа Якутского и Ленского владыки Романа, освящение пасхальной снеди будет проходить на прихрамовых территориях Якутска в течение 2 дней. В Великую субботу 1 мая и в сам день Светлого Христова воскресенья. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. В Москве вручили старейшую кинопремию в России «Ника». Из-за пандемии деятелей киноискусства награждали сразу за 2 года – 2019 и 2020. В номинантах оказалась и лента режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Причем впервые якутская картина претендовала сразу на 3 приза в самых престижных номинациях – «Лучшая актриса», «Лучший режиссер» и «Фильм года». На церемонию приехала Валентина Романова, которая исполнила главную роль в ленте, но сенсации не случилось. В итоге якутский фильм остался без наград. Правда, эксперты считают, что это лишь пробная попытка. И лента Дмитрия Давыдова стала настоящим прорывом для всего нестоличного кино в России. И доказала, что авторы из регионов могут бороться на равных за самые главные награды. У меня хорошее настроение сегодня и хорошее впечатление. В будущем наши фильмы будут престижные, эти премии будут получать. Потому что самое главное, что это региону тоже надо было обращать внимание, потому что кто делает страну? Регионы делают. Кто по-настоящему говорит? Регион говорит. А триумфатором кинопремии «Ника» 2021 года стал Андрей Кончаловский. Его историческая лента о трагических событиях в Новочеркасске в 1962 году «Дорогие товарищи» признана лучшей. Фильм наградили и за лучшую режиссуру. Это были главные итоги понедельника. Якутия-24 продолжает следить за новостями и держать вас в курсе событий. Спасибо за внимание и до свидания.